Всем здравствуйте, меня зовут Мади. Это мой питомец Sirius Black, собака породы сибирский хаски. Мне плюс 30, ему плюс 7. Мы коренные алматинцы, любители здорового образа жизни. Сам я по профессии тренер и директор беговой команды. В детстве все просто играли во дворах. Раньше-то с собаками было проще, то есть собак спокойно отпускали во дворах, они бегали, никто их не боялся, они были какой-то частью экосистемы. Сейчас, конечно, людей стало больше, отношение к собакам чуть-чуть поменялось, но вот это детское чувство, что я вот в детстве тоже хотел собаку, но мы не могли позволить, квартира у нас была маленькая, родители не разрешали, поэтому как только я в 25 заехал в свою квартиру, я буквально через несколько месяцев сразу же завел эту породу. Не сказать, что это было супер взвешенно, супер обдуманно. Провел небольшой анализ, примерно какую породу бы я себе хотел, и остановился на данной породе. Первые 2 месяца было классно, до момента 3-4 месяца, когда собака начала расти, когда собака начала наносить определенный ущерб. И в этот момент, наверное, проверяется каждый собачник. И если вы спросите у многих своих знакомых, у кого были собаки и которые их отдали, скорее всего, они их отдали в первые 6 месяцев, потому что где-то не справились, где-то оказалось это тяжелым. Особенно если ты молодой человек, у тебя нету ресурсов, времени, то, конечно, собакой заниматься тяжело. В целом, если говорить о материальных расходах, это корм. Средний корм стоит от 20 до 30 тысяч тенге в месяц. 25-30 килограмм корма, где-то 15. Этого хватит на месяц-полтора, максимум 2. Далее, собаку нужно очистить, собаку нужно мыть. Если не жалко жертвовать своим душем, то можно мыть там, но есть проблема, что потом все засорится, поэтому лучше всего отдавать в специализированные груминги. Это мойки для собак, где их промывают, где их вычесывают. Это тоже 15 тысяч тенге в месяц. Что еще? Какие-то мелкие, где-то экипировка, пакетики, где-то дополнительные вкусняшки. Если собака еще здоровая, если у собаки есть проблемы по здоровью, может быть там зубы, может быть там шерсть, то тут уже, понятно, дополнительная статья расходов. У нас в среднем на одного животного уходит от 30 до 50 тысяч в месяц. Но это, скажем так, мы не жалеем денег на собаку. Мы кормим исключительно кормом, мы стараемся не подкармливать. Есть, конечно, возможность кормить натуральной пищей, но это желательно должен быть специализированный рацион. И опять же, все зависит от собаки. Мы стараемся собаку не очеловечивать, она не лежит на кровати, она не сидит рядом с обеденным столом, мы ее не подкармливаем ни сладким, ни острым, ни жареным, ни горячим. Есть свое питание, есть определенные лакомства. В редких случаях можем дать там огурец или кусок хлеба, а в остальном, то есть тут у нас полная дисциплина, полный порядок. Часто, например, спрашивают, с какого возраста можно отдавать собаку на дрессировку. Мы не будем говорить о том, что вообще нужно ли. Конечно, нужно собаку отводить на дрессировку, тем более, что дрессируют не собаку, дрессируют человека. Собака очень простая. Она как... Вот у нас у людей есть черное, белое, есть серое, темно-серое, светло-серое. У собаки такого нет. То есть черное, есть белое, есть послушание, есть непослушание. Есть слово «да», есть слово «нет». Поэтому часто спрашивают, в каком возрасте можно отдавать собаку на дрессировку. Чем раньше, тем лучше. Чем раньше вы начнете понимать собаку, тем будет лучше. Это поможет не только вашим отношениям с собакой, это поможет вам отношениям, более того, и с людьми. С людьми проще становится общаться. В целом, то есть можно нанять частного дрессировщика, любителя за 5000 за урок, с собакой позанимаются час, с вами, с человеком параллельно тоже позанимаются час, и так хотя бы 1-2 раза в неделю. Можно на постоянной основе, то есть 2-3 раза в неделю оставлять собаку. Из дополнительных расходов, важный момент, например, я куда-то уезжаю, я не могу собаку оставить дома, нужно, чтобы кто-то за ней следил. Данную породу собаки я не могу оставить даже своим друзьям, потому что это большая собака, это активная собака, и это собака, требующая сильного альфа-самца. Эту собаку нельзя отдавать мягкому, любвеобильному человеку, она сразу сядет на шею, она поймет, ага, он не альфа, теперь я альфа, и я буду им крутить-вертеть. Есть выход, есть специальные зоогостиницы, то есть что-то типа питомников, специальные места, где есть и клетки, где есть места для выгула, есть специализированные люди, которые в нужный момент их кормят тем, чем нужно. Стоимость, опять же, разная, от 5 до, наверное, 20-30 тысяч в день.
в зависимости от самой гостиницы. Дам 2 совета будущим владельцам собак. Самое первое, прежде чем заводить собаку, оцените свой уровень ресурсов. Есть ли у вас время, есть ли у вас силы, есть ли у вас возможность. Давайте прямо, если вы еще не живете в своей квартире, если вы еще самостоятельно не зарабатываете, если, откровенно, вы еще не можете нести полную ответственность финансовую, психологическую за себя, собака будет, скорее всего, для вас бременем. Да? Если вы не готовы уделять время на дрессировку, на обучение и жертвовать своим собственным временем на то, чтобы вот это существо было счастливым. Другое дело, если вы уже взрослый не по годам, а именно психологически, вот, у вас есть психологическая зрелость, финансовая зрелость, вы взрослый человек, тогда, конечно, дальше уже просто взвесьте, оцените, что может эта собака вам дать, выпишите, что, скорее всего, у вас эта собака заберет, и все будет нормально. А вторая рекомендация, да, я могу сколько угодно говорить, все зависит от того, готовы ли вы получать удовольствие, жизнерадостный ли вы человек, позитивный ли вы человек. Я считаю, что если человек позитивно настроенный, не сдающийся, если вы настроены жить круто, счастливо, радостно, я вам не советчик, у вас все получится.